Друзья, ко мне прислал сообщение один хороший друг, письмо. В каком-то форуме скопировал. Надеюсь, что после этого видеоролика вы перестанете ругаться. Это письмо казахского бизнесмена. Он рассказывает о тайном китайском аппетите. Это будет всем нам уроком. Итак, вот что он пишет. Пекинский чиновник совсем разошелся, узнав, что предприниматель, пригласивший их в баню, казах, начал рассуждать о Казахстане, про который он оказался неплохо осведомлен. Казахи – это маленький народ, живущий по соседству с нами, каким-то чудом получивший огромную территорию, не имеет на нее никакого морального права. Это несправедливость. Это какая-то ошибка, ее надо исправлять. Разглагольствовал пекинский чиновник. Почему? Как вы можете так говорить? Это не так. Вы говорите неправильно. Изумленно восклицал наш урумчийский казах, бизнесмен. Почему же я не прав? Азартно парировал подвыпивший китаец. Какое они имеют право на такую территорию, тем более такую богатую территорию, если не могут ее нормально обустроить, если не могут извлечь из нее выгоду, если они не знают, как воспользоваться этим упавшим с неба огромным богатством. Они вообще не имеют никакого будущего, потому что воруют сами у себя, у своих детей, у своего будущего. Так не делается даже в животном мире. Они уже разворовали всю свою огромную страну. И много чего постепенно становится нашим. Эти казахи показали, что за все годы независимости они так и не смогли построить нормальное, независимое, экономически самодостаточное и крепкое государство. Они нуждаются во внешнем управлении. И рано или поздно мы ведем это управление. Этот процесс уже постепенно идет. Мы уже скупили много различных месторождений, компаний разной собственности. Много чего имеется в нашем владении через подставных, через третьих лиц. Но самая важная фаза нашего необратимого вхождения в соседнюю страну начнется тогда, когда сперва мы дадим десятки, сотни миллиардов долларов в долг, которые очень трудно будет вернуть. А потом мы будем оказывать давление и брать под разными предлогами в долгосрочную аренду их земли. Или покупать, если будет такая возможность, или забирать за долги, которые будут только расти. А желающие нам помочь внутри страны, особенно среди их чиновников, найдутся всегда. Тем более за деньги. Они все равно не умеют и не хотят пользоваться своей землей. Зачем она им? А у нас земли всегда не хватает. За деньги у них можно купить все, чего душа пожелает. С их чиновниками очень легко договариваться. Они и мать родную продадут, лишь бы цена была подходящей. Им не надо два раза объяснять, чего ты хочешь. Все ловит на лету. Они запах денег из-под земли чуют. А мы, китайцы, не имеем привычки возвращать то, что уже однажды попало в наши руки. Это не в наших правилах. На крайний случай всегда можно решить вопрос силой, тем более, что защитить свою огромную страну они не в состоянии. У них армия может бороться только с безоружными людьми. Кстати, в России эти процессы уже идут полным ходом. Мы там много земли уже взяли в аренду. Наивны. Они думают, что отдали землю в аренду. Они отдали ее навсегда. У них тоже много лишней, ненужной земли. Да и чиновники русские тоже очень понятливые и сговорчивые. Им тоже не надо два раза объяснять. Эти тоже деньги сильно любят. На все готовы. В тот раз я уезжал из Урумчи в очень плохом настроении. Если такие вещи говорил молодой пекинский чиновник, значит, такие разговоры в Пекине ведутся. Я даже стал другими глазами смотреть на окружающих меня китайцев. И вот прошло несколько лет, и этот вопрос встал в нашем обществе в полный рост. Близорукая и неэффективная власть, упустившая время огромные возможности, бездарно растранжирила все деньги и, не зная где и как их достать для своего дальнейшего существования, готова покуситься на самое святое, на землю. И совсем не важно, о чем идет речь, о продаже или об аренде. Важно, что на кон решили поставить нашу независимость. Это та последняя черта, переступив которую мы, граждане Казахстана, независимо от нации, вероисповедания или языка, на котором говорим, можем оказаться гостями на собственной земле.